Эти видеокадры из детского сада «Ласточка» в Судаке буквально за считанные часы разлетелись по всем социальным сетям. На них воспитатель на глазах у других детей за волосы тащит 6-летнюю Сумаю. При этом, судя по видео, персонал учреждения сохраняет полное спокойствие. Этот случай жестокого обращения с ребенком в детском саду был зафиксирован камерами видеонаблюдения еще 26 июня. Этот день мать девочки вспоминает с ужасом. Мне позвонила заведующая, время уже проходило 11, позвонила и сказала, что Эльвина, в общем, такая ситуация, Сумая, видимо, перегрелась на солнце, у нее случился нервный срыв, она вот кричит, плачет, никого к себе не подпускает, мы не знаем, что делать, забирается на пожарную лестницу. Вам нужно приехать и, наверное, забрать ее домой. Ребенок ведет себя очень агрессивно. На физкультуре ей дали задание, она не захотела выполнять, обиделась, в общем, села на скамейку, и после этого группу стали собирать, и когда воспитатель ее позвала заходить в группу, в класс, она, в общем, начала, так себя вести. Сумая – 4-й ребенок в семье. В местный детский сад она ходит с 2020 года вместе со старшим братом. По словам матери, у дочери сильный характер, и она часто требует к себе внимания. Но серьезные проблемы с поведением у девочки возникли, когда сменился воспитатель, еще в 2021 году. Тогда родители впервые заметили и официально зафиксировали на теле ребенка следы физического воздействия. С появлением нового воспитателя Сумайно поведение очень изменилось, то есть она стала более раздраженной. И когда ее поругаешь, она начинала плакать, кричать, мы не понимали, почему она так себя ведет. И заведующая нам сказала, что, возможно, есть какие-то проблемы, то есть вам поехать, мы советуем к специалисту. Дарья Александровна в своем заключении написала, что ребенок контактный, общительный, написала подход к этому ребенку, как с ней обращаться. То есть она нам сказала, вы эту справку отдаете заведующей, дальше она знает, какие меры нужно предпринимать. Однако, по словам родителей, их неоднократные просьбы и советы психиатра заведующая и воспитатель проигнорировали. Случившееся 26 июня стало последней каплей, что заставило их написать заявление в полицию. 28 числа они нам дали направление на проведение судебной медэкспертизы. И получается, мы пошли, нам побои сняли, справку все приобщили к материалам дела. Естественно, заведующая, она просила, звонила моей супруге, говорила, пожалуйста, не пишите там, я, разберусь, я сделаю так, я переведу воспитательницу в другой детский сад. Я непосредственно, как так переводить, она, это 3-й раз мы вам сообщали, мы вам говорили, Ольга Анатольевна, справки у вас есть, все есть. Это не 1-й, не 2-й случай, а 3-й случай одна и та же воспитательница. Нашей съемочной группе удалось связаться с руководством детского учреждения по телефону и взять комментарии по поводу случившегося. А как вы расцениваете действия воспитателя? Она виновна, поэтому она уволена. Угу. Она виновата, поэтому она уволена. Никто не умаляет ее виновность. Этот воспитатель виноват, поэтому она не работает у меня больше в детском саду. Проверка не проводилась в стенах дошкольного учреждения ввиду того, что было написано заявление, и этого более чем достаточно. А сотрудник уволен. На мой вопрос, по какой статье был уволен сотрудник, который причинил телесные повреждения, мне было сказано, что по собственному желанию в связи с профессиональным выгоранием. Воспитательницу Судакского детского сада уволили по собственному желанию 27 июня, на следующий день после происшествия. На нее был составлен административный протокол по факту причинения телесных повреждений малолетней. Однако женщина свою вину отрицает. По ее словам, девочка часто сама наносила себе увечья в состоянии агрессии. Если верить воспитательнице, тот день она не нашла другого способа успокоить девочку, как схватить ее за волосы.
По словам родителей, девочка тяжело перенесла агрессию по отношению к ней. Она замкнулась и почти не разговаривала. Но семье постепенно удается справляться со стрессом. Однако родители Сумаи Алиевой настроены решительно и надеются на справедливое правосудие. По данному факту мной были собраны определенного рода материалы, составлены заявления соответствующие и направлены в органы, которые уполномочены заниматься именно проведением данных проверок. На сегодняшний день сроки проведения досудебной проверки еще не истекли, поэтому ждем результатов и надеемся на их объективность и законность.